ну это ни смысла нету. То есть много чести, я так скажу. Много чести ему, рекламы ему. Он сказал такую вещь. Вот ты, говорит, понимаешь, что ты, когда якобы призывал приехать к тебе на площадь, ты видишь со своей стороны, что они едут к тебе. Ну, когда он мне начал говорить вот за этот митинг, я говорю, почему тут митинг-то? Вообще митинга такого не было. Просто люди ко мне приехали, и я просил поддержки, правовой поддержки мне, что вокруг что-то творится такое непонятное для меня. И вот мне нужна была такая, скажем, юридическая правовая помощь. И вот я просил люди, ну, подъедьте ко мне. То есть это не был митинг. То есть, смотрите, хорошо. Он говорит, ну, это ты видишь со своей стороны, а с нашей стороны посмотри, как это выглядит по-другому. Он мне начал на примере ставить, вот смотри, вот есть, допустим, карманник или вор. Он залазит в карман, забирает оттуда кошелек. То есть, две стороны, там, скажем, да, медали. Одна сторона он украл, вторая сторона он отвечает, что он якобы просто взял на время. То есть, это как расценивается? То есть он или взял, или все-таки он украл. Ну, грубо говоря, примерно. Он мне начал сравнивать вот эти всякие такие. То есть, не в тему. Смотри, да? То есть, значит, все-таки он украл или он взял? То есть, ну, как ты, ну, на меня, ну, типа, мне там задает вопрос, как ты на это смотришь. То есть, смотри, да? И ты то, что там призываешь, допустим, приехать к тебе, но это тоже есть незаконный митинг. То есть, они, типа, вещи своими именами. Ну, этот, конечно, спор ни к чему не привел, потому что я ему говорю, изначально причинно-следственная связь. Вначале что произошло? Незаконное задержание Игоря Коношанова, о чем я и говорил. Я вообще сидел бы в этой машине, никого бы не трогал бы. И мне бы, как говорится, и было бы, как-то говорю, ну так вот как-то. Ну, у меня просто мной было сказано, ну как сказано, мужское слово, я дождусь тебя, Игорь, на площади. Да. Вот, все 13 дней я просижу в машине, вот буду тебя ждать здесь. Мужик сказал, мужик сделал. Да, я начал там находиться, ну в тот момент из Суге подъехал, давай съездим. Он мне сказал, давай съездим, давай съездим, там надо кое-что там подремонтировать в машине. Там нужно было кое-что. Люди переводили небольшие средства, то есть, ну там порядка 8800 или 900 рублей. И надо было просто машину отремонтировать. И все. И мы поехали вместе с ним, и еще, как его задержали, фамилия? Хараев Дмитрий Геннадьевич. Вот, он сейчас находится в СИЗО, да, по уголовному. Это мы сейчас вернемся к нему. Мы это не должны, это как-то это неправильно. То есть, хорошо, подождите, давайте. И вот мы поехали снимать эти денежные средства для ремонта автомобиля. И в этот момент на повороте от площади Советов, когда мы поехали вот с Исугеем на машине, на его машине, а моя там просто оставили. Но поворачивал, я увидел телекамеры вот эти, которые стоят. Как назвать? У этих. Да, эти начинают снимать. Я не видел там никаким образом Шутенкова вообще, никаким боком. Я этого не видел. То, что было... мною, я увидел, что есть телекамеры, я могу рассказать о проблеме, что Игоря Коношанова задержали, так скажем, незаконно, вот это действие, это все было, допустим, незаконно, да, и я вот хотел сообщить вот этим телекомпаниям, то, что вообще, что вы вообще сделаете, вот есть такая проблема, творится. Полицейский, я потому что снимал же это все прямо. Я говорю, полицейский какой-то беспредел непонятный мне. И то, что Игорь Коношанов сейчас находится и отбывает наказание 13 суток вообще по надуманному такому делу. То есть человек был из другого региона, так сказать, области. То есть вообще, как он здесь, у него ни родственников, грубо говоря, ни знакомых, ни друзей. Ну, знакомые, как мы сейчас познакомились уже. Я его говорю, 2 дня, может, максимум видел, 3, максимум. То есть, и, соответственно, я так просто предполагаю, если у человека нету уголовных никаких, преследований, нет, даже он никогда не привлекался к уголовной ответственности, то есть его сразу же на 13 суток такого не должно быть. Мы ждали ответственного, ответственный приехал, и все, что разворачивалось там, это вот было вот так вот. Причем когда он приехал, ты сразу вышел из машины, то есть мы хотели удостовериться в правильности этого сотрудника, который из железнодорожного района. И что дальше произошло? То есть, получается, ответственный приехал, в принципе, ничего и не сделал. Грубо говоря, не защитился, не вникся в саму проблематику вопроса. Почему? Да, потому он даже не подходил. Да, и в дальнейшем что, вот я вот
вот я хронологию событий говорю. Дальнейшее, что то, что мы с адвокатом Федоровым Сергеем Владимировичем, да, прямо в прямом эфире звонили дежурному прокурору. Дежурный прокурор что сообщил? Он говорит, мы не можем приехать, да? Он что-то типа такого сказал. А они вообще не поехали туда. То есть, ладно, хорошо. Заявление приносите. Ну да, что-то, возможно, заявление я не могу. То есть он вообще, они не приедут, да. И хорошо. Потом Игорь пошел вместе с адвокатом разбираться до конца, что же дальше, ну, вообще какие процессуальные информацию. Вообще, они добровольно сами пошли в отдел, и там закрывают Игоря. То есть вообще полностью за решетку. Сам человек пришел, ну, с адвокатом решать дальнейшие вопросы. Это было в 11 да, часов. а его просто берут и закрывают за решетку, грубо говоря, до суда. На утро суд же выносит такое. Я считаю, что это несправедливое решение. Потому что у человека подноготное, он никогда не привлекался к уголовной ответственности. Человек, он не местный, то есть, соответственно, он остановиться ни у кого не может. И решения такие идет. Просто дали бы ему штраф, допустим. Я вот считаю так. Но никак не административный какой-то арест. К нему никто не может прийти туда. Содержание в изоляторе, временное содержание, я вам могу сказать такое. Оно самое, что ни на есть худшее. Там, ну, манка, пшенка, иногда гречка. Иногда. Ну, там нету никакого, ну, мясного, я бы так сказал, одна соя. То есть чуть-чуть, и то соя это вот так. То есть вообще даже если человек содержаться там, может, он не может там содержаться. Вообще вот, я вот могу так сказать, что плохо кормят, это, да. Вот так вот. То есть там никак не продержишься, если со стороны нет знакомых, которые могли бы прийти и хотя бы чем-то помочь, ну, передачку дать, да. То есть он здесь находился бы, если, ну, если у него не было ничего. То есть это нонсенс, или как называется, это несправедливо. И что еще хотел сказать? И вот, получается, по Игорю, вот его задержали, на следующее утро его в суд отвезли, то есть я все это же снимал, то, что он вышел, и ему дали 13 суток, то есть это просто большое-большое недоразумение, ну, со стороны, вот, ну, я считаю, что, ну, каких-то властей, которые что-то как-то и почему-то, даже адвокаты тоже говорят, ну, это неправильно все, это почему-то все идет, вот судебная какая-то система, она идет вот так вот как-то неправильно, не на те русла. То есть, конечно, это же вот причина следственная, комом мы видим череда за чередой, то, что накапливается, то есть, кто допустил этот момент, ну, явно не я, и не явно не Игорь, потому что он проследовал за сотрудниками ГИБДД, да, в принципе, машину предоставил, на осмотр документы привезли, то есть, от этого вот надо отталкиваться. То есть, что это было? То есть, какой-то пристальный, ну, это все прекрасно понимаем. То есть, я не буду говорить сейчас подробности, да, что происходит. Все понимают прекрасно. Сейчас вот что я могу сказать, то, что Игорь, он там находился, да, вот мы там, ну, там мы тоже пересеклись. Можно, Игорь, спросить? Игорь, ты на Цыденова будешь в суд подавать? За то, что он тебе сказал, ты в нетрезвом состоянии рулил там по городу. Ну, я уже снимал ролик, говорил, что наша судебная система такая, что там адвокатом. А, кстати, тебе показания брали, что у тебя там какие-то эти... Естественно. При адвокате у меня было взято обида свидетельства. То есть я дул в трубочку при полицейских. Тебя еще вот эти провластные блогеры обвиняют, то, что ты там националистические лозунги кричал. Не говорил ни разу. Да. Не говорил, потому что я даже говорил. Он клевету на тебя распространяет. Это власти специально делают так, очерняют человека в том, чтобы утихомирить других людей. То есть специально, ну как, грубо говоря, ведрами грязи поливают. Кто знает, тот видел, тот от начала до конца все, если мои ролики посмотрят, они увидят, что где была правда на самом деле. Я вот снимал, я даже вот так вот снимал, ну как вот. Ну тебе надо, я думаю, в суд подать за клевету. Сейчас вот смотрите, да, вот я же не просто так сидел, я же человек думающий. Я находился, сейчас в данный момент мне надо сейчас вопрос, ну, решить, конечно, все-таки с алиментами, потому что они у меня, да, действительно были, но я не знал, что они так резко скаканули. То есть почти 2 года, да, я платил, почти 2 года, то есть судебный пристав, и в принципе до меня никогда, то есть не звонила мне. И вот тут я 2 месяца назад смотрел свои вот эти, как говорится, ФССП, там было, да, 350 где-то тысяч рублей, ну никак не миллион, там 100. То есть
Ну, это ладно, это, ну, скажем, это уже чисто семейное, да, туда можно как говорится, не лезть, да. Но для меня это, да, сейчас очень большое, для них это очень большое, как говорится, кнут в мою сторону, что, типа, якобы, если я не буду платить, то есть я, возможно, ну, как, там дальше у них, возможно, здесь уголовное преследование на меня возникнет, да, да. Но я должен сейчас решить вот эти, да, проблемы. В первую очередь, с водительскими правами, потому что мне же надо передвигаться, у меня же нету личного, ну, грубо говоря, я сам могу, мне не надо просто, мне нужно сейчас свободное, ну, передвижение сделать, то есть... А что с правами? Нет, она судебный пристав, она уже, вот смотрите, меня забрали только что, да, это вышел, когда 7 дней вышел, сразу же подошла мне судебный пристав, показала свою корочку, стояли уже наготове сотрудники ФССП, ну там служба как бы, охраны, наверное, своя. Да, сразу меня, то есть, загрузили в «Газели» и повезли меня в ближайший, вот в этот, видать, Лимонного, да, 5. На что ну, как, в принципе, я так и думал, что просто так, наверное, от меня не отстанут. Ну, и вот они вот сделали, что хотели. Да, у нее уже были готовы листочки на лишение ограничения, на временное ограничение водительскими удостоверениями. По какому праву? Ну, есть там такая, она может, полномочия есть такие. Не будем, только я хочу напомнить вам, сказать, что они уже были готовы у нее. То есть она не печатала нигде. Она уже была все заготовлено. Все уже было заранее запланировано. Меня сразу вот, мы вас лишаем временно, я налаживаю у вас ограничения. Я говорю, это единственное средство заработка. Все знают, что я водитель такси. То, что, ну вот это все. Ладно, хорошо. И вот это все, в общем, ладно, это вот, это по судебным приставам, так скажем. А сейчас вот смотрите, есть такой человек, для меня теперь он нехороший. Я сейчас пока не буду говорить его фамилию, имя, отчество, но он какой-то, я так сказал бы, известный журналист, но он дружит с главой Республики Бурятия с Цыденовым. Я вот так Первую могу. букву можно назвать фамилию? А? Чего? Не, ну это он знает. То есть меня вот, да, действительно вот так грязью облить, специально очернить, чтобы люди... О, да, он, оказывается, еще там, допустим, алименты, там мне говорили, там, родители, там, водку пьют, там, папа там у него дурачок. Да, это, да, они много грязи вылили, соответственно, им это аукнется. С моей стороны, как я говорил, то, что Республика Бурятия теперь, сам YouTube канал, он будет только идти вперед. Я уже знаю, что примерно надо правильно. Ну, я знаю уже, я уже как говорил по зову рации. То есть там уже по городам уже идет уже движение другое совершенно. То есть кто бы как бы ни говорил там какое-то движение своеобразное, но оно дальше будет продолжаться. Я так вам могу сказать то, что сейчас у нас вот за клевету мы сейчас, наверное, найдем правильность, пойдем именно тем же путем, что и они нас. То есть мы будем на них идти в суды за клевету, подавать и все постепенно делать. Да, мы будем, как правильно делается, когда митинги там, вот, чтобы мы могли нормально, допустим, собираться. Вопросы остались, и решать их будем в правовом поле. Сразу хочу сказать то, что как бы кто бы меня туда не приписывал, как-то, ну, Коммунистическая партия Российской Федерации, да, правильно же? Кто бы меня не приписывал, я вообще сам по себе, да, я выдвигался как кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу номер 1 у нас в городе Улан-Удэ. И я был выдвинут именно с водителями такси, которые вот рядом вокруг вас находятся. То есть, да, в нашем городе Улан-Удэ, то есть мы боремся за права рабочих, которые вот именно непосредственно конечный перевозчик в Улан-Удэ. То есть мы постарались донести информацию до депутатов Народного Хурала, то, что желтый цвет, он нецелесообразен. Депутаты пошли навстречу, и этот был цвет отменен. И плюс еще много вопросов, которые они есть, и мы их будем решать. То есть, сколько бы грязи на меня не лили, я вот хочу так сказать, то, что вы не сомневайтесь, меня никак, как говорится, не сломали, не запугали. Я вышел, я знаю, что теперь, как и правильно говорить. То есть я сейчас буду, конечно, идти вот таким путем, правильным, чтобы никак до меня не
дошли их руки. Чем бы они... То есть, благодаря вам, если вы будете смотреть, наблюдать, им это уже не получится. То есть они Не все... дать повода, да? Не дать повода для твоих... Да, не надо, я не должен давать им повода такого. То есть и выражение моих слов. То есть они мне, ну, там, говорили такие слова, то, что там, ну, там, типа, там, я говорю, ну, это будут слова, вырванные из контекста. То есть они хотели, да, действительно, там, что-то мне приписать, что ты мог бы там за экстремизм или там что-то тоже, типа, якобы там, типа, я говорю, такого не было. Если там есть только слова, вырванные из контекста. То есть все в судах они предоставляли в таком ключе, то, что, типа, вот они же как вырезали, они даже почему-то свои видео доказательства не предоставляли в суде. Там же видели, когда съемка была, когда мне только полицейские подходили, там снимало два сотрудника полиции, которые вот именно как съемку ведут. Оперативная Они в суде не предоставили этой информации. То есть предоставили, наоборот, мои снимки. А я говорю, а почему ваши-то где? Ваши сотрудники подходят, с той стороны снимают, ко мне что-то типа якобы предъявляют. Ну, покажите их. То есть этого не было. То есть сам суд и Верховный, они не захотели полностью. Я даже вот последние 10 дней отсидел административного ареста. Я им говорил, дайте мне вам доказать то, что были переводы денежные именно по алиментам. Даже этого суд не стал идти. Я говорю, мне надо 2 дня, дайте мне выйти. Я только вышел, ну, грубо говоря, да, 3 административных ареста отсидел. И сейчас я только выхожу, и вы меня сразу, грубо говоря, берете и везете в суд. Вы мне не даете права для защиты. Это самое конституционное право. Это тоже человек имеет право защитить свои, как говорится, честь или честь, как там, ну, не знаю, в общем, что-то должен ты, я должен предоставить материалы. Они даже этому не поверили. То есть налицо, вам решать. Вы все это видели сами, видели, как это все происходило. То есть в данный момент, то есть у нас, да, я бы так сказал, благодаря Александру Габушеву, шаману из Якутии, благодаря ему, то есть он нас разбудил. Вот, я вот что хочу сказать, он нас разбудил, благодаря ему получилось так, что мы проснулись в Улан-Удэ, в республике Бурятия, и многие другие города, я так просто услышал. То есть, ну, мы, конечно, будем в своем городе это движение, так скажем, я не знаю, как это, возможно, в политическое русло выйдет. Сейчас надо просто с ребятами переговорить, ну, как это правильно должно быть, ну, на самом деле. То есть мы, да, будем показывать вот прямые у нас проблемы, наболевшие в республике. Первое, это у нас подождите, у нас мало, вообще нету рабочих мест, как правильно это называется, я точно не сказал. Да, самое главное, работы у нас нету. Почему мы должны ездить в Южную Корею, там, в вот, Израиль. все верно. Давайте вот это много проблем, но самое важное, да, это вот у нас нету работы. У нас требуются продавцы в Абсолют, в Титан и все. Охранники, грузчики. Я говорю, там 10-15 тысяч заработная плата, это все, что нас ждет наших детей? Нет. Мы сейчас вот это, ну, то есть это мы будем, конечно, ну, добиваться законными методами, чтобы это все. Так, то есть, смотрите, подождите, люди, которые выдвинули, вот, хорошо, люди, которые выдвигают свои кандидатуры и обещают нам светлое будущее, они должны отвечать перед нами. А зачем тогда вы выдвигали свои кандидатуры за улучшение качества жизни, да? Допустим, чей, не уточняли, чьей жизни, да. А если они не выполняют, давайте давайте смотрите, есть вот сейчас, вот допустим, у нас своя, так скажем, своя, вот, например, окно, да, вот информационное, да, это YouTube. И то, говорят, его хотят закрыть. Да, и вот к чему вот это сейчас идет в каком-то году, хотят его вообще полностью закрыть. Осенью уже все, интернет хотят выключить вообще. Вот о чем я сейчас и говорю, то что пока у нас есть возможность, будем снимать. И если надо, будем заходить вот, и спрашивать, а где, вот действительно, что вы сделали за сегодняшний день? То есть, как я и говорил, каждый чиновник должен отчитываться, 5 минут выделять своего личного пространства и сегодня сказать, допустим, послушайте, нет, вы послушайте. Это нужно сделать нормой. Подождите. Нужно сделать нормой, чтобы человек, допустим, я Баиров Дмитрий Геннадьевич, сегодня встречался
с тем-то, с тем-то, с тем-то вопросы решали такие-то, такие-то, такие-то. А сегодня еще вчерашние вопросы были решены. На завтра такой-то, такой-то план. И все, чтобы это было видно, что человек делает. То есть мы находимся в информационном вакууме. Что они делают, мы не знаем. Что он сегодня делал? С кем встречался? Какой он наш вопрос решал? То есть ежедневно нужен человек, чтобы показывался и говорил сам. То есть сейчас мир современных интернет, ну, современных технологий, социальных сетей. Вы пускай выберет одну любую площадку и каждый день отчитывается перед народом. Ты выдвинул свою кандидатуру или тебя заставили сюда выйти? То есть разница, если ты выдвинул свою кандидатуру, 5 минут твоего личного времени, рабочего, в конце работы, вот выдели на людей. Сними вот так, как я снимаю прямой эфир. Включи, любой чиновник, отчитывайся каждый, вот каждый. Администрация железнодорожного района, глава, Советского, Железнодорожного, Октябрьского, любой чиновник обязан 5 минут времени отчитаться перед народом, что он делал сегодня. Это самое важное. Надо заставить чиновников, грубо говоря, выходить к людям с лицом. Я сегодня, допустим, такой-то, 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 встречался с теми-то, 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 хотел решить такие-то, такие-то дела. У нас запланирована встреча, и, 5 минут времени. То есть, в принципе, от них не убудет, но они получают наши с вами денежные средства в виде налогов, да, типа, в виде зарплаты. И они выдвигают свои кандидатуры. Мы же их не просим. То есть они почему-то сами выдвигают, что вы с нами будете жить хорошо. То есть к этому и надо, к чему я говорю, то, что это правильно. Если ты человек публичный, если ты человек выдвинутый, я такую еще должность имеешь, но я думаю, что это правильно. Человек должен отчитываться. Ну как? Обязательно. Тем более за такую зарплату. Да, и зарплаты у них не маленькие. У нас вот здесь за 15-10 тысяч мы в тот же самый Крым, у нас не хватает денежных средств. Чечню кормим всю. Ну, это уже